Университет Шеффилда, известный как знаменитый исследовательский университет Соединенного Королевства, раскрыл трансграничные зверства китайской администрации в отношении турок-уйгуров. Университет Шеффилда сообщил, что в ходе опроса уйгурских турок, проживающих в Соединенном Королевстве, и опроса более 120 уйгурских турок из Турции, теперь располагает методами угроз, шантажа и шпионажа со стороны Китая в отношении жителей Восточного Туркестана. Большинство опрошенных турок-уйгуров сообщили, что, находясь в Турции, китайская полиция или сотрудники госбезопасности в Восточном Туркестане часто угрожали причинить вред их семьям по телефону, в том числе отправить близких родственников в лагеря. Делегация во главе с вице-президентом Союза ученых Восточного Туркестана Махмуджаном Дамаламом и генеральным секретарем Абдуразаком Мукатом с 1 апреля находится в Джакарте в рамках визитов, инициированных с целью ознакомления исламского мира, особенно Индонезии и Малайзии, с делом Восточного Туркестана. Ученые продолжают публично рассказывать про антимусульманскую террористическую политику Китая. Другая делегация Международной ассоциации неправительственных организаций Восточного Туркестана прибыла в Малайзию 10 апреля в рамках визита в Индонезию. Ежедневная газета университета Тафтса, одного из известных частных университетов США, опубликовала передовую статью о необходимости помощи уйгурам, преследуемым китайским государством. В статье подробно описываются действия Кавсера Вахита, изучавшего инженерное дело в аспирантуре университета по расследованию судьбы его сестры Камилы Вахит, арестованной китайскими властями и, как следствие, массовым преследованием уйгуров Китаем. Китай добавил новые правила призыва на службу в военное время в период обострения геополитической конкуренции и региональной напряженности с Соединенными Штатами. В новом регламенте говорится, что набор в случае войны будет сосредоточен на боевой готовности, в то время как солдаты, служившие в войсках высокого калибра, будут повторно призваны в армию. После визита в Китай председатель исполнительной комиссии Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен объявила о полной приостановке действия всеобъемлющего инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем от 30 декабря 2020 года. Даже во время личных встреч с лидером коммунистической партии Си Цзиньпином в рамках визита в Китай между ними не было сказано ни слова по этому поводу. Госпожа Урсула сказала журналистам после визита: «Мы говорим об этом уже 10 лет. Сегодня переговоры по этому соглашению мертвы». Индия резко отреагировала на Китай из-за его попыток переименовать спорные места в штате Аруначал-Прадеш, сообщив, что полностью отвергает этот шаг. Как сообщает BBC, официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндан Бакчи, после того, как Китай переименовал 11 населенных пунктов вдоль спорной пограничной зоны в штате Аруначал-Прадеш, сделал заявление. Это не первый раз, когда Китай предпринимает такую попытку. «Мы полностью отрицаем это», — сказал он. Подчеркнув, что Аруначал-Прадеш является неотъемлемой частью Индии, Бакчи заявил, что попытки дать вымышленные имена не изменят этого факта.